Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality. Сегодня 19 июля 2021 года, 21:01 по Берлину, соответственно 22:01 по Джохару. Приветствую вас, друзья. Сегодня я опять не успел пораньше сделать анонс, чтобы можно было заранее вас уведомить. Но сегодня был очень длинный день. Очень. Так. Ждем ваших вопросов. Сегодня я хотел бы обсудить ситуацию, связанную с наводнением в Германии и в Европе, в других странах, кроме Германии. Ну и хакерские атаки на США. И не только на США. Например, на наш канал тоже. И мы обсудим все это. Так. Уведомления, наверное, не всем приходят. Я вас всех приветствую. Так. Дерер саламашал вылли машой. Так, сейчас я бы хотел начать свой стрим со статьи в lenta.ru про убийство ребенка во Франции. Сейчас я вам покажу эту статью. Нет, это не так, да, это так. Нет, это не так. Сейчас, одну минутку. Вот так. Это вот так. Так. Статья вышла, как мы видим, 19 июля, то есть сегодняшним числом 2021 года. И вот смотрите, что я всю зачитаю, чтобы было понятно. И потом я вырежу видео. И отдельно это видео выложу именно по этой статье. Данная статья в lenta.ru, вышедшая 19 июля 2021 года, просто шикарно демонстрирует отношение к чеченцам в этом мире. Мы знаем, как относится российская вот эта пропаганда. Мы это все уже много раз на себе испытали. И этим нас не удивишь. Но этими же стопами, по их же следам, по их стопам идут и европейские некоторые журналюги, видимо, которые на подкормке у русских террористов. И вот смотрите, 19 июля статья называется «Сатанист убил и обезглавил ребенка во Франции». Коммунарке, в коммуне, Тараскон, на юге-востоке Франции, местная полиция нашла расчлененное тело 13-летнего ребенка. Об этом сообщает издание Le Telegram. Останки мальчика обнаружили в квартире в центре города. По данным правоохранительных органов, ребенка убил и обезглавил 32-летний сосед с психическим расстройством. Обращаю внимание, кто это сделал. Обезглавил 32-летний сосед с психическим расстройством. Ранее преступника уже привлекали к ответственности за акты насилия. При этом, как отмечает издание, судя по найденным у него в квартире вещам, он был сатанистом. Ясно. Служба безопасности
вычислили подозреваемого через 3 часа после обнаружения тела жертвы. Сотрудник полиции застрелил злоумышленника во время попытки скрыться. На данный момент следователи выясняют обстоятельства убийства мальчика. И вот сравним теперь в этой же статье, как рассказывают про чеченца. 26 июня стали известны новые подробности другого известного во Франции убийства во Франции. Речь идет об инциденте с преподавателем Самуэлем Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, который позже был застрелен полицейскими. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммада на уроке в школе. Здесь это 32-летний сосед с психическим расстройством. Здесь 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров. Оба преступника были убиты, но здесь указывается и национальность, если он чеченец, и имя. В Германии, например, фамилию вообще нельзя произносить преступника. Но вот здесь разные, сейчас они заткнулись, правда, потому что мы на них сделали акцент, внимание, что эти пропагандисты нечисты на руку. И из-за этого они немножко заткнулись. Но во Франции еще нет. Во Франции нет. Ну и, соответственно, конечно же, в России. Россия это вот просто не может без этого. Россия это абсолютнейшее зло, а чеченцы это абсолютнейшее стремление к свободе. И это рабство и зло, конечно же, всегда абсолютнейшее рабство и абсолютнейшее зло всегда будет против абсолютнейшего стремления к свободе. Так как свобода это хорошо, это добро. И так суждено, пока есть они будут вредить нам как только могут. Поэтому и есть еще тоже один хороший пример, я об этом писал у себя и в Фейсбуке писал, и у себя тут в Ютубе об этом говорил. 3 года назад, если не ошибаюсь, был выдан ингуш, который подозревался там в нападении на Назрань в 2004 году, когда они там захватили Назрань. Этот человек был очень больной, очень худой физически, вообще изнуренный. Его Словакия, если не ошибаюсь, или Словения, выдала, да? Я сейчас забыл его фамилию, по-моему, его звали Аслан, а фамилию я вот сейчас не помню. Ингушская фамилия была. Его выдали, его в наручниках показывает. Радио Свобода это показывает. Американское радио Свобода показывает. Его в наручниках, худого, бугаи такие, в окружении, в самолете, там, сажают на свое место, в кресло в самолете. И выдают вот этого ингуша России на пытки и, скорее всего, смерть. И одновременно с этим в этом же репортаже в Радио Свободе рассказывают, как Аюба Титиева во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия судят, подбросив наркотики. И Аюб Титиев, всем известный правозащитник из «Мемориал», который не то что не курил марихуану, ему подбросили марихуану, не то что не курил марихуану, даже сигарету не курил. И в свои 60 лет он выглядит максимум до 50, да, крепкий, здоровый мужчина. Несмотря на это, одновременно и на весь мир уже ставший известный из уважаемой «Мемориал», правозащитной организации, Аюба Титиева судят и дают ему там 2 года, он уже, по-моему, уже освободился. Яндиев, Аслан Яндиев был, который со Словакии выдавали. Аслана Яндиева выдают в эту же фашистскую Россию, причем смертельно, фактически по виду, смертельно больного человека.
Сейчас же мы видим, как происходит та же вот ситуация, когда они рассказывают, как чеченец 18-летний убил учителя и 32-летний сосед, который психическими расстройствами был. Ну вот живой пример пропаганды, лжи, гонения, инсинуаций в адрес чеченского народа. Мы это должны знать и с этим бороться. Ничего страшного, это наоборот нас должно подстегивать, дисциплинировать, закалять. Думаю, уже пора достойно отвечать и достойно пресекать все вот эти свинства, которые здесь происходят. Причем вот эту статью в Лента.ру постит мой один знакомый с Facebook, которого я тоже знаю, он брал у меня интервью, он сам с Украины, и какое-то отношение он имеет к этой газетенке. Нет, это постил не он, я сейчас ошибаюсь, но часто постит он вот эту Ленту.ру. Вот такие вот дела. Давайте перейдем сейчас к вашим комментариям. А потом мы еще обсудим наводнение в Германии. И еще я вам хочу рассказать новость 2000 года. Нет, ошибаюсь. Новость от 95 года, 3 февраля. Штурм Грозного. Тогда еще города Грозного. Тоже очень интересно послушать новости. И там наш знакомый Степашин как раз прилетает и там начинает, участвует, говорит, там очень хорошие кадры, которые тоже должны остаться в моем архиве. Я видео само скачал, и вам тоже его покажу. Может быть, не все, частично. Так. Давайте почитаем ваши комментарии. Сегодняшний день Арафат, может, поэтому не все на месте. Марх и так далее. Может быть, потому что я не вовремя, я как бы не сделал заранее уведомления. И еще может быть связано с тем, что наш канал постоянно подвергается атаке. И та ситуация, которая сейчас там, вроде бы там американцы отвечают или нет. Вот мой канал очень хорошо демонстрировал 2 раза, я это сам лично наблюдал, когда им отвечают, как они пропадают, и мой канал начинает свободно раскручиваться, да, развиваться. Я не считаю, что сейчас пока ответили. Может, какой-то ответ там нанесли, там как-то ювелирно, еще что-то. Но при Майке Помпео, бывшем госсекретаре США, вот тогда реально дали по щам русским фашистам, и они почти месяц не притрагивались к моему каналу. Потом снова возобновилось. Поэтому мой канал для меня является хорошим индикатором. Если меня смотрят кто-нибудь, кто занимается вот этой проблемой, можете просто смотреть на мой канал, и будет видно, работают эти бандиты из ФСБ или там откуда они там, или же залегли на дно. Так, давайте дальше. Кстати говоря, я поздравляю с Ид Мубарак, с праздником всех мусульман. Желаю мира, спокойствия, развития, здоровья и много-много счастья. Так, сегодня день Арафат. Так, поехали дальше. Старый ты чеченский. Это ты мне, падший ангел? Давай я тебя тогда временно исключу, потом, если это ты, я тебя постоянно исключу. Нохчино, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, нохчино, машуай. Сегодня писали, что этот карикатурщик умер. Ну и что, умер какой-то карикатурщик. Я разговаривал, видел видео, и я разговаривал еще с одним человеком, который в религиозном плане очень хорошо разбирается в этой системе, в этой ситуации во всей. И там, можно ли
навредить человеку как-то за оскорбление ислама и оскорбление пророка или посланника, да, будет правильно, посланника Аллаха Мухаммада, да или салам алейкум. И он мне говорит, в каждой церкви есть изображения, и они далеко не те, кем реально был, например, Иисус Христос, Иса пророк, Моисей, Муса пророк. Вот. На них, на всех и на других многих есть разные изображения в виде икон. И почему-то никого это не смущает. Это до того высосано из пальца проблема, что это просто, я не знаю, как мы на это идем. Как мы, кто-то попадет. Они много на это тратят усилий. И мне кажется, очень верно вот это сравнение с иконами. Потому что никто не видел Иисуса, Исы пророка. Они его рисуют. Да, что это 33-летний, мы знаем, мужчина. Но какого он роста был, какого телосложения был, какой длины у него борода и волосы были. Может, борода и волосы описано кем-то в каких-нибудь там священных писаниях. Но так-то мы не знаем, как выглядели эти люди. Да, пророка Мухаммада или посланника Аллаха Мухаммада тоже никто не видел. И рисуют карикатуры, есть даже изображение икон, просто как карикатура. Просто не очень хорошего даже качества сделано. Почему на это до сих пор веками люди не обращали внимания? И почему сейчас они начали на это обращать внимание? И вот нашелся такой защитник мусульман. Бред, конечно, сивой кобылы. И бред то, что нам приходится за это всем расхлебывать. У меня в комментариях пишет один украинец по поводу чеченской диаспоры в Украине. И говорит, что чеченская диаспора не высказала свою четкую позицию против Кадырова, Путина и так далее. И когда туда нас нагнали вот этих кадыровцев, вот этот представитель диаспоры начал как-то уходить от разговора и прямо не обвинил Россию, Путина и так далее. И в связи с этим он мне дал ссылку на эту статью, я почитал ее, и там не совсем так, как говорит вот этот мой человек, который мне комментировал, вот этот украинец. Тот говорит, что почему вы говорите о чеченцах? Почему вы говорите, украинцы убивают украинцев? Речь не о гражданской войне, хотя вот этот украинец, который писал комментарий, именно так это мне преподнес, пока не прислал ссылку, я ее не прочитал, что гражданская война. Он мне там пишет, чеченская диаспора в Украине пишет, говорит, что украинцы убивают украинцев, что межукраинская война. Он пишет так. Потом в самом вот этом тексте, который он прислал мне ссылку, там написано, что вот этот чеченец, глава вот этой диаспоры чеченской, говорит, что речь, почему вы говорите о чеченцах? Вот, сейчас, одну минутку. Вот Салман Садаев, вот этот представитель диаспоры, и вот этот украинец, он мне сейчас как раз в комментариях пишет, и, наверное, он меня смотрит. Юра Джонсон его зовут. Вот он мне пишет, что Украина как будто, вот этот Салман Садаев говорит, как будто Украина воюет сама с собой. Хотя там он на самом деле говорит немного по-другому. Он говорит, что почему вы говорите о чеченцах, как будто другие не приехали на эту войну и не воюют. И украинцы убивают украинцев, это в порядке вещей вам уже кажется. Да? Вот такое впечатление получается. Помните бурятов? Русские показали бурятов. Там, я уверен, бурятов не так много было по сравнению с другими русскими фашистами. Хотя буряты, которые ехали, они такие же русские фашисты. И
начали, про чеченцев сперва начали говорить. Про чеченцев, про кадыровцев, да, ну их представляли как чеченцев. Приехал Иса Мунаев, Муслим Чуберлоевский и Амина Акуева, и это удалось, Амина Акуева там уже была, удалось вот эту волну сбить. Удалось. По поводу бурятов не удалось, потому что на стороне Украины не воевали отряд бурятов, которые сказали бы, что нет, это не те буряты, вот мы настоящие свободные буряты. Они этого не сказали. Ну вот делается акцент на том, что вот чеченцы приехали. Да елки-палки, мы не можем отвечать за всех чеченцев. Разве все отвечают за всех? Да, немец отвечает за всех немцев. Там, да, может быть, государство отвечает за какие-то действия. Воюют русские против Украины. И еще у меня очень важный такой вопрос. Почему украинцы называют предателей сепаратистами? Сепаратизм – отделение от чего-то целого. Это отделение части территории от целого государства там, по желанию какой-то определенной группы или части общества вот этого, или этого народа, части этого народа. Но здесь совершенно не так. Они никуда не собирались отделяться. Они захотели в Россию после того, как Крым присоединили, им обещали там горы золота этому Крыму. И это стопроцентный коллаборационизм, это стопроцентное предательство. Почему украинцы называют сепаратистов, коллаборационистов, предателей сепаратистами? Вы этим самым оправдываете или подтверждаете версию русских, что эти люди на востоке Украины хотят жить там без фашистов, нацистов, там, правого сектора и так далее, как они говорят. Но это не так. Они хотят, чтобы вся Украина присоединилась или их присоединили. Это обычные предатели. Так вот, акцент на чеченцах делается всегда и всеми. Как будто мы должны отвечать за всех. Нет, мы не один единый какой-то организм. Даже иногда за свою семью ты не можешь ответить. Ты не можешь иногда за брата ответить. Иногда не можешь ответить там, за дядю, за отца, еще за кого-то. Ты не можешь. Даже иногда за младшего ты не можешь ответить. Бывает такое. Потому что это его выбор, его жизнь. Когда человек взрослый и решает нагадить себе и там, всему окружающему, он перешли на сторону русских. Один брат погиб, другой брат перешел на сторону русских. Такое тоже есть. Поэтому вот такая вот ситуация. И нам надо прилагать усилия. Везде об этом говорить, напоминать и как-то бороться с этим. С этой пропагандой. Так. Так. Маждада Абушишан, чечнянисе, мел дугар муфлон, злоузе, 20 лет не может быть хозяев на своей земле, они про какую-то карикатуриста. Чудные дела твои, Раша пропаганда. Браво, батила. Це назви тердон, не зря я прочитал. Владимир Абинович, господа, так, это не мне, но в целом, да, о блоге спрашивает Анзора Масхадова. Так, Адам Грузинский, ассаламу алейкум, кенти мобушу сансагат делишун му ашбу, аж, ночино, братков, как во. Ва алейкум ассалам, Адам, машволь. Муду аир дагара, Адам Грузинский, как поживаешь? Все нормально? Понятно. Надеюсь, ты изменился, стал на путь исправления. Или продолжаешь в том же духе.
Анзор красавец, достойный сын своего отца. Маждад Абу Шишани, муслим, только после того, как Палестину освободим. Так, это не мне, это не мне. Давайте я перемотаю. Так, ассаламу алейкум, Хамзаргила, ва алейкум ассалам, Машур. Антонио Тасс. Было смешно, Аслан, когда Франция запрещает вам воспитывать своих детей. Но когда эти дети что-то сделают, призывают к ответу всю диаспору. Было бы смешно, если бы не так печально. Ну, во-первых, Франция не запрещает нам воспитывать детей за Францию. Не могу сказать 100%, как у них там дела обстоят, но здесь в Германии тебе никто не запрещает воспитывать своих детей. Абсолютно, абсолютно. Вы можете воспитывать их так, как подобает чеченскому этикету, и никто вам ни слова не скажет. А если скажут слово и мне запретят воспитывать, или кому-нибудь запретят воспитывать, поверьте, на это будет молниеносная реакция. Моя в первую очередь. Поэтому никто мне не запрещает, наоборот, балуют даже детей, да, балуют, перебалывают. Да. Во-вторых, если что-то сделает, ты говоришь, да, вся диаспора. Диаспора не отвечает за всех, и никто, если ты видел, ты, как правильно говорит Чечня не Россия, ты, как провокатор, здесь задаешь такие провокационные вопросы. Ну, так как на эти провокации нужно вам отвечать, чтобы вы тут не пудрили людям мозги, я тебе отвечаю. Но наша диаспора, или наша община, будет вернее сказать, чеченское общество во Франции и в Европе недостаточно, на мой взгляд, отреагировало на вот этот поступок. Особенно это должна была сделать община Франции, комьюнити Франции, чеченская. Так как мы не в простое время живем. Вот, во-первых, этот террористический акт совершен русскими, Россией, непосредственно подстрекателями, провокаторами этого преступления были Рамзан Кадыров, Адам Демельханов, ну и другие мерзавцы, которые продали и душу, и тело, и все остальное русским фашистам. Поэтому этот террористический акт, совершенный русскими, о котором мы тут говорили, переводили, приводили доказательства, что за этим стоят российские спецслужбы. И эта ситуация нагнеталась очень долго. Уже, ну вот сколько мы здесь находимся, и, ну может быть чуть попозже, это началось, вот этот исламский фактор, исламизм, да, крайняя форма, радикальная форма ислама, которую нам пытаются прилепить русские фашисты, чтобы вот их русский фашизм не сильно контрастировал с нашим благородством и честностью. Поэтому нам приклеивают вот этот ярлык, чтобы нас хоть как-то сделать на себя похожими. Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы не так, что благородно мы выглядели на фоне вот этих фашистов, которые не имеют ничего святого, ни морали, ни нравственности, ничего не имеют. Ни милосердия, ни сострадания. Так вот, вот эта ситуация, которая там нагнеталась очень долго, не получала должного ответа со стороны чеченского комьюнити, чеченской общины. И мы должны в 10 раз больше. Да, так получилось. Я не сторонник перед всеми оправдываться, извиняться и так далее. Но при всем при этом мы обязаны это пресекать и четко разделять нашу позицию. Четко. Не было митингов, да, выступили некоторые чеченцы, но некоторые чеченцы начали говорить, что папа у него хороший, он сам хороший и так далее. Ведь речь шла не о том, что он хороший папа у него или нет. Речь идет о том, что человек в детстве, с самого детства приютила страна, семью приютила, воспитала его, дала ему образование, по крайней мере школьное,
ему было 18 лет. И он совершил вот такое ужасное преступление. Вот нас никто не, наоборот, спортсмены, журналисты, кто нас ранее знал, очень много уважаемых людей во Франции нас очень сильно поддержали. Простые люди начали поддерживать. Даже после событий вот в Дижоне. Тоже, кстати говоря, была провокация в Дижоне. Поэтому все, что ты говоришь, оно разбивается о борт корабля реалити, то есть реальности. Совершенно ты не прав, и твое переиначивание не идет ни в какое сравнение. А вот в России, в фашистской России, во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, вот там серьезные проблемы. И тебе стоит поговорить об этом, а не том, что происходит во Франции. Так, я немножко перемотал. Так, Ичкерия, так, муслим, иштхар, я жуашбу, иш последние 10-15 лет. Вильпасин культа. Ассаламу алейкум, массарга. Ури, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, салам, вильпас, алейкум, салам, ури. Ассаламу алейкум, массарга. Всем доброго вечера. Аслам, была же интересная новость на днях о журналистке из Ленты.ру, которую избил полицейский. Не помню, Вильпас, я не видел, точнее, я не видел. Ну, конечно, там избивать. Ну, журналисты, полицейские из Ленты.ру тем более. Это, ну, это все одного поля ягоды. Просто из разных кабинетов управляются с Лубянки. Поэтому, ну, коллеги побили коллег. Поруга пьяный, наверное, мусор был. Муслим Амиров, можно этот цудюйце 1% бада. Так, валейкум ассалам. Так, во Франции всей семьей на камеру не извиняются. Фриман Антипутинец. Часть чеченцев борется с оккупантами и их приспешниками в соцсетях, а предатели борются с ними за 30 серебряников от оккупанта. Да. Так, муслим, так, я сразу извиняюсь перед присутствующими. Здесь цензура, но Путин, спец маленькая буква, самый настоящий пуйло. Хорошо, что у вас не диктатура. Так, Ичкерия форел. Ничего, сейчас быстро. Так, Нохчино Ада Машойла. Так, да. Далее Гарбускайте, новый генсек НАТО. Владимир Рабинович, правда что ли? Далее же вообще молодец. Далее вообще молодец. Ну, посмотрим. Это правда, Владимир? Вы ничего не напутали? Босс, сэр. И дронж гейна дуй асламбу. Прогревают двигатели, прогревают. Так, с неприличным ником, и удивляешься, почему я тебя не читаю. Аслан, ты не ответил на вопрос, что произошло в Польше, почему чеченцы, не знаю, я об этом ничего не знаю. Анзор Дудукуев, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Анзор. Байсангур Далифем, алейкум ассалам, Массарга, насчет Франции. Так. Шалом алейхим и салам всем свободным людям. Аслан, как твои дела? Шалом. Исаак, все отлично. Спасибо. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Так, давайте перейдем к новости про наводнение. Погибло около уже 155 человек, жертв будет, возможно, будет больше, и я бы хотел показать вам видео небольшое, потому что ситуация очень серьезная, очень много людей пострадало, нанесен колоссальный финансовый ущерб Германии, как после русской бомбардировки выглядят сейчас все населенные пункты. Это большая трагедия. Давайте послушаем.
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшую от разрушительного наводнения коммуну Шульт в земле Рейнланд-Пфальц. Она встретилась с местными жителями и поблагодарила спасателей и волонтеров за помощь. Поисковые работы на западе Германии продолжаются. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Сегодня я приехала сюда, в Шульт, с премьер-министром Рейнланд-Пфальца, для того, чтобы подчеркнуть, что федеральное правительство хочет увидеть реальную картину этой сюрреалистичной и страшной ситуации. Это ужасно. Я бы даже сказала, что в немецком языке нет слов, чтобы описать все это опустошение. Сейчас в регионе идет разбор завалов. Многие до сих пор остаются без света, газа и мобильной связи. Ангела Меркель пообещала местным жителям финансовую помощь и заверила, что власти быстро восстановят разрушенную инфраструктуру и будут уделять больше внимания борьбе с изменением климата. Отклонения, которые мы сейчас наблюдаем, если вы верите в науку, а я, как известно, верю, указывают на то, что их причина в изменении климата. Существуют очень интересные модели, объясняющие, почему дождь не прекращается. Это означает, что теперь мы должны взяться за эту проблему. Сильные ливни шли на западе Германии всю неделю, но в выходные вода начала понемногу отступать. Тем не менее, небольшие дожди продолжаются, и есть риск прорыва дамб на Рейне и его притоках. Кроме того, из-за наводнения вышли из строя многие гидроэлектростанции на реках Мозель, Сар и Рур. В регионе уже подтверждена гибель более 155 человек. Большая трагедия. Выражаю искренние соболезнования всем семьям погибших, раненых. Невероятно большая беда случилась, которая по наблюдениям многих наблюдателей, наверное, никогда в истории не случалось вот такого наводнения в Германии. Большая беда. Дай Бог, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась, потому что нанесен колоссальный материальный ущерб, и как можно быстрее все это закончилось. Да, там и Ури работают волонтеры, очень много работают волонтеров, поэтому я думаю, в принципе, я бы тоже уехал туда помочь. Просто необходимости нет, мне сказали, когда я сказал, что пока там рядом соседние есть регионы. И, в принципе, хватает людей. Работает армия, работают спасатели, ну и много очень волонтеров. Так, пойдемте дальше. Дроны Аслан именные для Чечении у турков надо купить. Боссер говорит. Да, кстати, Аслан значит лев по-турецки, по-тюркски, поэтому можно на них написать и Аслан. Да. Но, Аслан, все дело в том, что у чеченцев есть единство, поэтому нас все считают один за всех и все за одного. Но, да, единство у нас есть, как и у многих народов, оно у нас просто чуть-чуть более сильное, но это не значит, что мы едины, тем более после пережитого геноцида. И мы не должны были бы реагировать так, да, и сейчас это притягивать себе, если бы русские фашисты везде не писали бы 18-летний чеченец, 20-летний чеченец, чеченский след. Это то, что если бы они об этом не говорили, мы бы проигнорировали бы, да, преступник наказан, семья сидит, мы это не одобряем. Как бы где-то можно было бы не сильно акцентировать на это внимание. Но сейчас мы вынуждены просто об этом говорить, хоть нам это и неприятно, эти вещи говорить. И вот та статья, которую я вам сейчас прочитал, она четко характеризует, показывает, как в одной статье психически нездоровый 32-летний сосед, в другой 18-летний чеченец Абдаллах Анзоров. Все. С фамилией, с именем, национальностью. Это фашизм. Это навсегда остается в интернете. И идет дискредитация нас. И она будет продолжаться.
То же самое было в Украине. Ведь почему в Украине они хотели выставить вперед чеченцев? Испугать, потому что чеченцы там говорят на слуху там и так далее. Хотя это не те чеченцы. Настоящие чеченцы как раз таки были за Украину. Именно те, которых русские, извиняюсь, памперсы меняли. Вот те чеченцы были вот на правильной стороне. А это были не чеченцы, это клопы с русского ватника были. Но нам начали о них рассказывать. Это делалось почему? Ну, запугать в первую очередь. И в вторую очередь показать, что ну это же не русские воюют, это Кадыров воюет. Понимаете? Кадыров что-то сказал, Аваков ответил и там сказал, там, не твое дело там, и так далее. И Аваков такой герой, Кадырову ответил. Как же он так дерзко, представьте, он ответил там, и так далее. Эти настроения были на полосах украинских газет, когда тогда и Аваков что-то там ответил Кадыркину. А кто такой вообще Кадыров, чтобы ему отвечал министр там, или какой-нибудь там большой чиновник Украины? Кто он вообще такой, чтобы на него обращали внимание? Но тогда ответили из Авакова чуть ли не героя, чуть ли он там, я не знаю, Сталинградскую битву один выиграл. Было так. И поэтому вот против нас ведется работа. Именно потому, что она ведется, я сижу здесь и говорю то, что говорю. Если бы не было никаких проблем, у нас были бы свободные средства массовой информации, и не было бы просто каких-то фашистов, которые постоянно нас пытаются очернить, оскорбить. А это все остается, такой накопительный эффект из этого потом происходит. Я бы не сидел бы здесь и не говорил бы, и не было бы необходимости в том, что я сейчас делаю. Но именно вот из-за этой лжи, пропаганды мы вынуждены говорить. Единство у нас есть, оно, я согласен, оно больше, чем у других, я видел в своей жизни, но мы не можем отвечать за каждого. Тем более мы видим каждый день Кадырова, Мудырова, Даудова, Бадудова, там, Бутылкина, всех мы видим, и они тоже как бы когда-то были чеченцами. Ладно, пойдемте дальше. Так, пойдемте дальше. Мухаммед Technology Innovation. Волонтеры молодцы, очень сильно помогли. Лично видел, как самоотверженно они работали. Никто не радуется чужой беде, побойтесь Бога, так говорить. Так, немцы сделали намного больше блага для чеченцев, чем весь остальной мир, и мы им благодарны. Да, абсолютно так. Не знаю, как насчет всего остального мира. Нам много кто помог на самом деле, да, и это правда. Некоторые люди, да, есть некоторые поляки, некоторые французы, которые просто всю свою жизнь посвятили. Вот эти оставшиеся последние свои 20 лет там вот этой несправедливости по отношению к чеченцам, заступая за них, они провели там всю свою... Глюксман, например, умер. Да, он еврей из Франции, который умер так и не предав чеченцев, как некоторые продают чеченцев. Да, сперва делают некоторые правозащитники российские. Делают имя себе на чеченцев, становятся такими уважаемыми, принимаемыми, такими объективными. А по факту они просто на этом спекулируют, не договаривая все. А это иногда хуже даже, чем вообще промолчать. Да, сказать часть правды, ну сказать так, да, ну здесь так-то, так-то, ну а тут не так-то. Поэтому в этом плане, конечно, у нас есть и друзья, которые много нам помогали. Ну и Франция приняла около 60 тысяч чеченцев. Германия приняла 50 тысяч чеченцев. Турция приняла тоже огромное количество людей. Ну и Австрия, все страны, почти все страны Европы. Так что мы всем благодарны и всем ответим тем же. Дай Бог, иншаллах, как говорится, дай Бог, чтобы у нас хватило и мудрости, и возможности также проявить себя в случае необходимости и к Германии, и к Франции, и другим. Как говорится, отвечаем не только на плохое, но и обязаны отвечать и на хорошее. И всегда отвечаем, да, Алмула, и мы это знаем.
Так, боссер, а почему Авакова уволили, по-твоему, Аслан? Это связано с чеченцами из списка на высылку? Не знаю. Я честно скажу, не знаю. Да, это произошло именно в то время, но не знаю. Может, в том числе в этом причина. Пока не знаю. Нема Авиан, ассаламу алейкум, всем салам, Маша Дума Сарга, ва алейкум ассалам, Нема. Так, друзья, у нас время летит, поэтому... Давайте я сейчас найду это видео. И вам хочу показать сперва одно короткое видео, которое было на канале Леон Хилл. Сперва покажу вам это короткое видео. Это видео про то, как назначается в Чеченскую Республику новый директор ФСБ, банды ФСБ. Это видео от 19 июля 2016 года на канале Леон Хилл. Кадыров встречается с новым сотрудником, директором, или как у них там, главарь банды ФСБ по временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. И с ним они там общаются как с 3-летним ребенком. Я именно так и назвал этот ролик. ФСБ общается с Кадыровым как с 3-летним ребенком. И посмотрите, что говорит. На этом видео как раз вы можете увидеть назначение вот в 2016 году главаря банды ФСБ Игоря Хвостикова, который подозревается, является, на мой взгляд, и этому есть прямые доказательства, в том числе одного из сотрудников полка имени Ахмада Кадырова, Сулеймана Гизмахмаева, который рассказывает, что Игорь Хвостиков, я вам сейчас покажу, чтобы было видно это рожа, вот этот лысый мужчина является тем преступником, который в 2017 году массово по его заданию казнили, они дали наводку, их задержал полк имени Ахмада Кадырова, так называемый, и казнили 13 человек на территории части того самого полка по Старопромысловскому районе. И тут как раз назначение идет. После убийства вот этих 13 человек, Новая газета нашла 27 человек убитых, одновременно казненных, пленных, задержанных, казненных, после долгих, неимоверных пыток. Другие, после огласки, около 13, по-моему, или 16 человек, которых не успели казнить, благодаря Сулейману Гизмахмаеву, эти люди все равно не избежали, конечно, на свободу вытащить их не удалось. Они получили большие сроки, находятся сейчас в тюрьмах. И как раз именно тогда был посажен Аюб Тетиев, тот самый правозащитник, о котором я в начале стрима своем говорил, который занимался тоже вот расследованием этого дела. И вот как раз назначение. После убийства и казни вот этих людей, когда уже началось расследование, когда уже много стало известно, Хвостиков был переведен и теперь возглавляет банду ФСБ по республике Татарстан. И не прошло очень много времени, как только туда пришел Хвостиков, там сразу же произошел террористический акт. Помните, да, вот в Татарстане буквально полгода назад был, или даже может больше, террористический акт. Вот это лысый человек, который, ну, так с виду вроде бы и не скажешь, что это такой матерый убийца и так далее. Ну, давайте посмотрим, как ФСБ
разговаривает с Кадыровым, как с дебилом маленьким, ну, не будем оскорблять и детей, хотя как с трехлетним ребенком разговаривает, но и дебилов не будем оскорблять, потому что, ну, это болезнь. Так, давайте посмотрим, вы сами сделайте выводы. Я прибыл по поручению директора ФСБ к вам. Тоже мы отмечаем, что благодаря совместным усилиям это большая работа проведена была. Вы сейчас проводите мероприятие вместе с ФСБ по лицам, возвращаемся из горячих точек, по нашим российским гражданам, которые бандиты поехали, завербованы, принесли нам вред и горе. Вместе проводится это очень хорошая и большая важная работа. Очень такая идет. Вы сейчас боретесь вместе то, что ставит президент России, то, что хотят нам сделать, это наши внешние враги, по цветным революциям. Эти попытки есть у нас, это самое, в том числе и на территории Чеченской Республики, да. Попытки такие есть с их стороны. Тоже так усилия совместно. Поэтому мы надеемся, что такая же работа в таком ракурсе также будет продолжена с новым генерал-майором Хвостиком Игорем Владимировичем вместе. По лицам возвращаемся из горячих точек, по нашим российским гражданам, которые бандиты поехали, завербованы, и могут принести нам вред и горе. Вместе проводится это очень хорошая и большая важная работа. Очень такая. Так, вот такой был ролик, который с 60, 70, 69 подписками набрал тогда 50 тысяч просмотров. Но потом этот канал тоже был запрещен на территории фашистской России. Так, пойдемте дальше. Давайте еще вернусь к вашим комментариям, потому что они у вас накопились. Давайте почитаю ваши комментарии. Аслан, будут выборы в президенты Ичкерии и Европе или нет? Василиус Андреадис. Василиус, выборы президента Ичкерии не могут проходить в Европе. Это невозможно, в принципе. Потому что тогда он будет президентом не Ичкерии, не чеченского народа, а части чеченского общества. И тогда, если не примут, не смогут принять участие в голосовании. Поэтому нет, не будет таких выборов, и они не имеют смысла. У нас есть правительство, которое, по всей видимости, обложено со всех сторон российскими спецслужбами. Но я уверен, мы справимся и с этой ситуацией. Конечно же, другого выбора у нас нет. Поэтому выборы пока проводить не вижу никакого смысла. Ну, это незаконно, если честно. Так. Так, где я могу посмотреть работу ЗК в кабинете за 20 лет? Так, я много читал о том, так, это не мне, это не мне, это не мне. Гайск шахала цицк хуйцунах. Да, и баду, дейрур. Гайск шахала хиллаца аш именно ФСБшник шпуешь отдельно независимо. Ниц могуйцу территории. Военный наш шпу, ФСБшник шпу. И они перед ними лебзят, да, они делают общие дела, там где-то у них информацию покупают. Неоднократно я слышал, что кадыровцы покупают информацию у ФСБшников, чтобы самим провести какое-нибудь убийство под видом операции, спецоперации. И сказать, что вот мы работаем там, и так далее, и так далее. Пиар на крови так делается. То же самое с военными. С военными еще хуже у них отношения, особенно вот с чеченским сегментом российской армии. Там Ямадаевы были, другие, и Кокиевы. Они с ними конкурируют, да, кто сильнее, глубже лизнет. В этом, да. Так, у меня был один знакомый, он поехал работать охранником у одного из этих коллаборантов.
Я его отговаривал, конечно, он меня не послушался и поехал, короче говоря. Через некоторое время он ушел оттуда, и я спрашиваю, что ты ушел-то? Он говорит, мне дом нужно достроить обязательно. Я начал делать, денег не хватает, надо идти, и пошел, короче. Потом через какое-то время уволился. Я говорю, что уволился-то так вроде? Что, денег не хочешь заработать? Он говорит, нет, я не хочу, говорит. Когда мы встречались вот с этим, кого они охраняли, с этим телом, точнее, с душой, душехранители, с русскими их кураторами, этот русский куратор так материл этого, а этот, которого вот эти охраняют, эти парни, он там из себя авторитета, короче, ну, он большой чиновник, я сейчас фамилию называть не буду этого чиновника, чтобы не выдать того человека, кто мне это рассказывал. И, говорит, так его материл его непосредственно вот этот куратор, его командир, главный, кто у него там, что я не мог просто выдерживать рядом стоять, да, и я просто уволился. Охранник не смог выдержать того мата, перемата, который на него, на этого своего куратора делается. И он просто ушел, короче, оттуда. Вот такая у них бедная жизнь. Так, как найти? Модер, Лосу. Как найти? Модер, я же говорил много раз, не могу я дать никому модер, кроме доверенных, проверенных, лично которых я знаю людей. Так. Так, давайте без разных тут оскорблений, или что вы тут говорите. Так, я вам хотел показать видео. Оно 25 минут, январь 95-го года, новости Вестей. И хотел их прокомментировать. У нас осталось как раз полчаса. И эти полчаса, может быть, чуть мы выйдем за рамки, я бы хотел рассказать об этом. Тогда про кибератаки, наверное, мы поговорим в следующем нашем выпуске, наверное, в пятницу, как получится. Уже я боюсь даже загадывать, как получится, потому что очень много бывает иногда времени, приходится мотаться, не успеваю ничего и так далее. Так, сейчас почитаю еще несколько минут ваши комментарии, что если вы что-то хотите сказать. Как найти? Асан, ты меня лично знаешь, и я же не прошу у тебя ключи админа. И тут часто разжигают ненависть, и я бы упорядочил этот момент здраво, без беспредела. Как найти? Да, я был с тобой на митинге, я с тобой виделся, общался, но здесь, мне кажется, разжигание на корню есть кому гасить. Иногда, конечно, нам будут закрадываться тролли, будут провокаторы и так далее, поэтому, ничего с этим поделать ни ты, ни кто-либо другой не сможет. Поэтому так я не знаю тебя, Мадаряч, я не знаю, я не хотел бы сейчас эту тему обсуждать, хорошо? Бех мобильсун. Так, давайте перейдем к нашей новости. Так. Видео на канале Гвардии Старшина. Не знаю, кто это такой. Но он здесь запостил новости, которые я вам сейчас хочу показать. Итак, поехали. Подождите. Я сейчас тогда, чтобы видеть на всякий случай ваши комментарии, потому что иногда что-то происходит, и я должен быть
В курсе. Так, чуть не уронил. Hamzat. Değer say makul korrekt naglam. Aşkın voçula der. Sındela inte dolsa sanina. Оба арвал, что. Так, ладно. Диссалам пытаюсь не пропустить. От заставки и пропаганду аяққа и заставки. Хорошо, будьте. Все, давайте сейчас тогда начнем. Короче, Аслан никому не доверяет, босс-сэр. Босс-сэр. Ты даже не представляешь, как я перестал доверять кому-то. Никогда не думал, что я буду таким. Никогда. Я даже не то, что даже нельзя сказать, что я смеялся с людей, которые никому не доверяют. Ну, я, скажем так, чуть-чуть там, ну, можно сказать, с высокомерием говорил. Как ты? Это же неуважение. Я был неправ. Я был неправ. Так, пойдемте дальше. Так, кто-то говорит, я пропустил мой вопрос. Секрет Трумтер говорит, извиняюсь, если пропустил. Такое у меня здесь случается. Раньше была такая услуга, суперчат. Там можно было там евро заплатить, и он выделялся, этот комментарий, большим этим. Ну, так как меня лишили монетизации, большим шрифтом, таким цветом выделялся, вы, мои зрители, не можете иметь такой возможности, поэтому раньше я говорил, пишите там суперчат 1 евро, я обязательно увижу. Но сейчас у вас нет такой возможности, поэтому извиняюсь. Так. Где можно купить книгу Аллы Дудаев «Миллион первый»? Я не знаю, это в интернете смотрите. Так, ну все, давайте, пожалуйста. Так, как найти? Мы же вроде уже закрыли этот вопрос. Дело же не в том, что ты будешь иметь доступ, хотя, возможно, там что угодно может быть. Это я не об этом. Дело в том, что я своим именем ручаюсь, когда я отдаю этому человеку это, он пишет синим шрифтом, и зрители должны видеть, мои подписчики должны знать, что это мой человек, которому, ну, по крайней мере, не мой, но я ему доверяю. И я бы хотел бы минимум ошибаться, чтобы... Я только что объясняю ситуацию, в какую ситуацию меня загнали вот эти разные нехорошие люди. Вынужден от многих наших чеченских этикетов отказываться. Я надеюсь, меня поймут. Хотя я всегда их соблюдал и в ущерб себе много пытался сохранить. Ну ладно. Так, давайте пойдемте к этому пропагандисту. Так, давайте послушаем. Вот он и пропагандист, но он говорит очень объективно. Послушайте, как он говорит. Кремлевские сообщения и реальность, что видят журналисты, это две разные вещи, он говорит. Он не может этого не сказать, потому что западные журналисты открыто все говорят. Самая главная вообще повестка в мире – это западные журналисты. И у нас уникальная возможность здесь рядом находиться и им предоставлять информацию объективную, честную, чтобы они объективно, честно нашими глазами увидели эту проблему. Именно для этого вот мы этим и занимаемся, чем мы занимаемся.
И тогда русские пропагандисты, сейчас-то уже нет, сейчас они уже в открытую, да, нагло лгут, а тогда им как-то приходилось быть в фарватере вот этого международной повестки, международной журналистики, чтобы не вылазить оттуда, не выпадать из этого. Ну, посмотрим, все равно посмотрим, короче. Давайте послушаем новости. Будет очень интересно, вот увидите. Вы просили за 3 января в студии Михаил Пономарев. Здравствуйте. Михаил Пономарев. Нашли на карте Чечню. Чеченский кризис. Информация, которую вы сейчас услышите, часто не будет совпадать с информацией, которую вы одновременно увидите. В любом случае, мы предоставляем эфир для всех точек зрения. Единственная разница, пожалуй, в том, что бюллетени пресс-службы правительства пишутся в Москве, а видеорепортажи снимаются в Грозном. Итак, сообщение пресс-службы правительства номер 100, цитирую. По сообщению органов контрразведки, захваченный в плен боевик Василий Нестеренко, уроженец станицы Николаевской Чеченской Республики, содержащийся ранее в центральной тюрьме города Грозного, сообщил, что 31 декабря 1994 года из этой тюрьмы были освобождены все уголовники, изъявившие желание участвовать в боевых действиях против российских войск. По словам Нестеренко, выпущенные на свободу заключенные принимали участие в расстреле группы украинских националистов, которые пытались покинуть Грозный. Сообщение пресс-службы правительства России номер 99. В пресс-службу правительства поступило сообщение военной разведки, из которого явствует, что продолжение оборонительных действий незаконных вооруженных формирований и ведениями бессмысленных в сложившейся ситуации уличных боев имеют под собой далеко идущий политический замысел. Органы военной разведки располагают сценарием дальнейших действий лидеров Грозного. Намечено расчленить Чеченскую республику на северную и... Обратите внимание, лидеров Грозного он говорит. Никакие не бандиты, Джохар Дудаев президент. Это только-только самое начало войны. Как говорили они тогда, а потом уже, как говорили, про геноцид, про вырезанных людей тоже речи нет. южной части. На юге лидеры Грозного намерены создать особую зону с авторитарным режимом правления. Реализация сценария «Южная Чечня» требует длительной подготовки, и именно это обстоятельство заставляет продолжать сопротивление в Грозном, несмотря на ежедневные потери. Сообщение пресс-службы правительства номер 94. По информации командования федеральных войск из Грозного, сегодняшний день прошел в напряженной обстановке. Подразделения внутренних войск МВД и Министерства обороны по-прежнему контролируют центр города и прилегающие к нему районы. Еще раз. Сегодняшний день прошел в напряженной обстановке. Подразделения внутренних войск МВД и Министерства... Подразделения внутреннего 3 января. Министерство обороны по-прежнему контролирует центр города и прилегающие к нему районы. Под контролем находится президентский дворец, железнодорожный вокзал и многие административные... Так, друзья, 3 января 1995 года был город под контролем, президентский дворец, центр, прилегающий район? Нет, конечно. Незаконные вооруженные формирования, зачастую одетые в форму российских военнослужащих, совершают налеты на подразделения федеральных войск, ведут обстрел бронетехники и закон многоэтажных жилых домов. В действия федеральных войск командование внесло соответствующие коррективы, в результате чего к исходу дня активность незаконных формирований снизилась, и боевики понесли большие потери. Федеральными войсками воспроизведена перегруппировка сил и средств, в город вошли новые части внутренних войск и Министерства обороны. В центре города сооружены укрепленные опорные пункты, созданы условия для отдыха и организации питания личного состава. Я должен отметить, в общем-то, беспардонную ложь не средств массовой информации, а пресс-службы президента, правительства. Потому что средства массовой информации заставляют передавать сообщения пресс-службы правительства. По словам депутатов российского парламента, только что вернувшихся из Грозного, эти сообщения не соответствуют действительности. Во всяком случае, то, что они рассказывали, явно расхотелось со специальной точки зрения. Ходили всякие разговоры о том, что там наемники. Мы видели там 3 иностранцев. Это украинские добровольцы. Больше мы не видели ни одного иностранца, ни из Абхазии, ни из Афганистана, ну просто ниоткуда. По наблюдениям депутатов, защитники Грозного хорошо вооружены и подготовлены для ведения уличных. Одновременно вы видите голос за кадром, хорошо подготовлены и хорошо вооружены. И видите в обычной гражданской форме, и у некоторых оружия вообще нет, вообще ничего в руках нет.
бегают такие. И вот показывают нам хорошо вооруженных, хорошо обученных, супер головорезов. Чего не скажешь о наших солдатах, с которыми они разговаривали? Выяснилось, что они вообще не знают, где они толком. Их привезли из Самары, это были солдаты. Сказали, что вот летите там, пока не ясно, будете охранять дорогу. Прилетели, около 2 суток они были в поле. Первый раз там за несколько дней горячую пищу они получили, попав в плен. И один из них вот у Марины тихонько спрашивал: скажите, пожалуйста, а кто с кем воюет? Танки вошли в город. Пехота была отсечена буквально в первые же минуты, как это было 26 ноября. И одни танки оказались в городе блокированными. Когда было уже к исходу первого дня, было ясно, что они будут уничтожены. Значит, видя, что они обречены на гибель, можно было в этих условиях договориться вывести эти танки из города. Бесполезно. Вот эти молодые ребята, наши солдаты, 18-19 лет, они лежат сотнями на улицах. Значит, если чеченцы сразу же хоронят своих и хоронят мирных жителей, то эти ребята вот около дворца, вот мы выходили, смотрели, 31-го они погибли, у дворца десятки трупов лежат. Ну вот мы уезжали 2-го, 3-й день они там находились. Сегодня агентство «Интерфакс» публикует интервью первого помощника президента России Виктора Илюшина. По мнению Илюшина, при всей разноречивости фактов... Это тот самый Илюшин, который потом обвинял Путина и ФСБ в предательстве Родины и так далее. И по слухам Илюшин был замочен. Отравили его, кажется. Скоропостижно он скончался. Но тогда Илюхин очень сильно выступал за то, чтобы нас убивали. Потом вы здесь еще увидите, Шевченко есть такой, гитарист их известный, который сейчас такой ярый антипутинец. Очень хорошо сидел в грязи среди этих грязных солдатиков и им пел песню, как нужно побеждать русскому духу. Бедный чеченский народ. Фактов и цифр, поступающих из Грозного, у нас нет оснований не доверять официальным российским источникам. В то же время, подчеркнул помощник президента, эти цифры и съемки убеждают. Сейчас вооруженное противостояние сторон в Грозном настолько велико, а с чеченской стороны, похоже, еще и малоуправляемо, что у федеральных органов просто нет иного пути, как идти до конца в решении кризиса. Сегодня мы получили текст открытого письма Сергея Ковалева к премьер-министру России Черномырдину. Несколько цитат. Уважаемый Виктор Степанович, у меня есть серьезное основание считать, что ни вы, ни президент не располагаете достоверными данными о том, что происходит в Грозном и Чечне. Официальные средства массовой информации полны дезинформацией, основанной на лжи военных. Как вам, вероятно, известно, по просьбе Козырева я проводил неофициальные консультации с руководством Чечни. Чеченская сторона выразила готовность начать гибкие переговоры и приступить к ним незамедлительно. Однако вся проведенная мною работа вновь не востребована. Между тем, даже и сейчас не поздно возобновить переговорный процесс. Я получил заверение, что чеченская сторона и сейчас готова к этому. Естественные условия – отвод российских войск из Грозного на исходные до штурма позиции. Сегодня же Джохар Дудаев направил открытое письмо Виктору Черномырдину. В своем послании Дудаев подтверждает готовность сесть за стол переговоров о прекращении огня и создании условий для решения кризиса мирным путем. В качестве первого шага до доброй воли я готов при наличии вашего ответа о возможности переговоров на высоком уровне открыть дорогу из Грозного для выхода окруженных народным ополчением воинских подразделений, прекративших военные действия. Слышали, что сказал Джохар? Джохар перед тем, как уничтожить вот эту всю фашистскую армаду, которая зашла в Чеченскую республику, им предложил: господа, вот нам все рассказывают, что Грачев послал войска, их там мясорубки всех уничтожили и так далее. Они зашли, да, были бои, и они были полностью блокированы. И вместо того, чтобы их уничтожить, Джохар предложил: давайте, я готов вам дать уйти. Об этом они не говорят. Говорят, что Джохар убийца, вот по новостям показали, и все. И больше никогда об этом не вспоминали. А Джохар предложил, как настоящий гуманист, как человек с большой душой, предложил выйти. Давайте уходите. Мы не хотим вас убивать. Мы не хотим крови. Но это ненормально. Только русские фашисты хотят крови. Нормальные люди крови не хотят. Войны не хотят.
Не мы приехали на танках в Буденновск или в Ставрополь или в Москву. К нам приехали. И только после этого мы ответили. Давайте дальше смотреть. Новый помощник президента по национальной безопасности Юрий Батурин передал президенту Ельцину письма депутатов Госдумы, подписанные Сергеем Ковалевым, Виктором Шейнисом, Львом Пономаревым и другими парламентариями. Об этом Батурин сообщил корреспонденту ТАРТАСС, добавив, что тревоги и переживания по поводу развития событий в Чечне сегодня разделяют практически все. Помощник президента отметил, что депутаты признали, поступающую из Грозного информацию нужно оценивать комплексно. Батурин подчеркнул, что президент получает всю адресуемую ему информацию, включая заявление Ковалева и обращение всех депутатов Госдумы. Более того, по словам Батурина, сегодня в Кремле проходили интенсивные консультации по поводу событий в Чечне с участием руководителей администрации главы государства, помощников и советников президента, а также политиков и независимых экспертов. По данным корреспондента Интерфакс, который работает в Грозном, в настоящий момент линия соприкосновения российских войск и чеченского ополчения проходит в 1,5 километрах от президентского дворца и ведутся ожесточенные бои. По сведениям, на 17 часов московского времени, более свежей информации мы не располагаем, российским войскам так и не удалось прорваться к президентскому дворцу. Корреспондент Интерфакса сообщил, что центр города полностью уничтожен. Федеральная авиация в течение всего дня наносила бомбовые удары, в том числе беспорядочные по городу и автодорогам вокруг него. Количество жертв с обеих сторон установить не представляется возможным. Согласно информации ТАРТАСС, президент Ингушетии Аушев выразил сегодня протест против удара, нанесенного утром российской авиацией по ингушскому селению. Запомните, 3 января по Оршты, по ингушскому населенному пункту Оршты, был нанесен бомбовый удар русскими. Оршты неподалеку от границы с Чечней. Я об этом не В результате налета слышал. были убиты 4 женщины и 7 мирных граждан. 4 женщины и 7 мирных граждан. Что он имел в виду, я так и не понял. Что значит 4 женщины и 7 мирных граждан? А 4 женщины, значит, были военные или кто? Получили ранения. В заявлении президента Аушева, которое он направил в адрес президента Ельцина, действия российской армии расцениваются как провокационные, направленные на втягивание в конфликт соседних с Чечней республик. Я расскажу вам о том, что происходило в течение дня в России. В основном в поле нашего зрения Чечня. Пресс-служба правительства России сообщает, что со стороны окруженных в районе Грозненского железнодорожного вокзала дудаевских боевиков была предпринята ожесточенная, но безуспешная попытка прорыва. Российские войска отбили 3 атаки, уничтожив около 100 боевиков. В Дагестане, в районе города Кизляр, просочившиеся незаконные вооруженные формирования при поддержке 10 БТР предприняли нападение на пост внутренних войск и ОМОН. Нападение отбито, вооруженные формирования при поддержке попытка прорыва. Российские войска отбили 3 атаки, уничтожив около 100 боевиков. В Дагестане, в районе города Кизляр, просочившиеся незаконные вооруженные формирования при поддержке 10 БТР предприняли нападение на пост внутренних войск. Вы слышали? Просочившиеся незаконные вооруженные формирования при поддержке 10 БТРов совершили нападение. Я правда это услышал? Дайте еще раз. Просочившиеся незаконные вооруженные формирования при поддержке 10 БТР предприняли нападение на пост внутренних войск и ОМОН. Нападение отбито, потери уточняются. Согласно Нападение отбито, потери уточняются. И я не понял, они этот блокпост свои потери выясняют, или они там без сознания все лежат и хотят выяснить, умер от разрыва сердца или просто сознание от страха потерял. Официальной информации, сегодня с 0 часов по указанию Бориса Ельцина прекращено бомбометание по объектам города Грозного. Однако, по утверждению корреспондента France Press, сегодня в 15:45 по местному времени с самолета была сброшена бомба на президентский дворец в Грозном. 7-й этаж здания горит. Однако пострадавших нет, так как все 12 этажей президентского дворца пусты. Дудаевская штаб-квартира расположена в подвале здания. Авиаудары были нанесены также по мосту в населенном пункте Чири-Юрт в 20 километрах от Грозного и по городу Шали. Чири-Юрт находится на дороге, ведущей из Грозного на юг. Тоже очень важный момент. Вот если обращать на все эти детали вещи, я просто один раз смотрел это видео, да, и некоторые моменты упускал из вида. И вот сейчас заново смотрю вместе с вами и вижу, говорят, бьют наверх, а он в подвале сидит, Дудаев.
И 3 января, речь 3 января, они говорят, что центр контролируется, там районы рядом с центром контролируются. А тут Дудаев сидит, это другие, правда, новости уже, но в тех новостях, тоже на Вестях, другой журналист или ведущий нам рассказывал, что они центр контролируют и прилегающие районы. А тут нам рассказывают, что он сидит, спустился в подвал. И еще что важно, не уехал куда-то, сидит у себя в подвале, в своем президентском дворце, на рабочем месте, находится, спустился из-за бомбардировок в подвал, может быть, мы не знаем, но при всем при этом находится, какой президент еще так могут сделать? Где этот президент? Он бежит просто, если там какая-то опасность. Как бегал Саакашвили, мы все помним, да? Поэтому честь и хвала, Джохар. Далси дуэла. Горные районы республики. По данным того же источника, федеральные войска в восточной части Грозного за сутки непрерывных уличных А вот это вы видите здание, это гостиница «Кавказ». боев продвинулись на 200 метров. 1, 2, 3, 4 этажа. Он единственный из российских тележурналистов, который сопровождал сегодня Николая Егорова, Сергея Степашина и Саламбека Хаджиева в их поездке в Грозный и присутствовал на оперативном совещании, которое они провели на командном пункте одной из группировок федеральных войск примерно в 6 километрах от президентского дворца в Грозном. Сегодня в Грозном для изучения... Вот наш друг, в кавычках, конечно же, Сережа Степашкин, прилетел начинать войну. На месте побывали Николай Егоров, Сергей Степашин и Саламбек Хаджиев. Люди, от которых... Вот, видите вот эту рожу? Вот это один из преступников, один из главных зачинщиков войны, который стоял у истоков и Первой войны, и Второй войны. И я уверен, он потомственный КГБшник. Это проверенные сыночки разных там КГБшников. Я просто не знаю его всю историю, но я уверен, что это потомственный гибнюк, который много-много крови своего русского народа и нашего пролил. Во многом зависит судьба Чечни в ближайшем будущем. Нашей съемочной группе любезно предоставили возможность участвовать в оперативном совещании. Обычно журналистам заказан вход в такие места. Бункер штаба находится в 6 километрах от Дудаевского дворца. Передовые позиции российских войск в сотнях метрах. По сути дела, блокирует центральную часть города, улица Первомайская, а передовые отряды находятся... А вот это перед вами, вот сейчас на карту указывает, это Лев Рохлин, который также был замочен Путиным, и который как бы нам представлялся таким героем, который вернул медаль за то, что воевал там против собственного народа. Ну, это значит, что Чечения это Россия, и он против своих граждан советских, российских воевал, короче говоря. Поэтому он не хочет эту медаль, и он ее вернул. Конечно же, это нисколько не сострадание, не уважение к чеченцам. Это просто была борьба за власть, которую он проиграл. И был застрелен киллерами в своем собственном доме. И убийство на себя взяла его жена. Вы все помните, наверное, эту историю. В центральной площади Грозного Орджоникидзе. Вопрос решения всех остальных проблем. Только вопрос времени и перегруппировки. 1, 2, 3, 5 дней, не более. Вот 1, 2, 3 дня, 5 дней он закончит. Это январь. И нет никаких сомнений, что это будет сделано. Каким образом укреплен дворец? Здесь на площади закопано 5 танков. Скажите мне, пожалуйста, кто там на этой площади вокруг президентского дворца видел закопанных 5 танков? Было ли это? Многие мои подписчики, вы принимали участие, видели. Я тоже там бывал в эти дни, но я не видел там никаких танков. Может, вы видели? Вот дворец. Здесь тоже около 8 танков ждут нас с прямой наводкой. Все здания на данное время заняты снайперами, гранатометчиками. В отдельных, к великому сожалению, кварталах находятся установки ГРАД, артиллерийские установки, танковые части.
Ну, вы слышите, что он говорит? Или, я не знаю, может, какие-то танковые части он находит. Смотрите, что находится там вокруг. В отдельных, к великому сожалению, кварталах находятся установки ГРАД, артиллерийские установки, танковые части. Град, может, там установка была, установки Град, там их как бы много, в каждых кварталах, представьте, и даже в некоторых кварталах есть танковые части. Не одна танковая часть, а в нескольких кварталах, несколько, видимо, в один квартал несколько не поместится, в каждом квартале лжец, и который уже отвечает перед Богом за свои деяния, генерал Рохлин, рассказывает, какое же это, короче, горе. Танковые части. Огонь по этим огневым объектам, ввиду их воздействия по нашим войскам. Этим они объясняют, почему они убивали мирных граждан. Это Рохлин нужно нести ответственность. И он сразу говорит, там находятся танковые части в кварталах спрятанные. И вот, короче говоря, у них вот такая вот ситуация. Им приходится убивать мирных граждан. Просто носить город за городом. Так, напишите, видели вы кто-нибудь 5 закопанных танков? Абрамс, там еще латышские биатлонисты, говорит Владимир. Ну все, давайте. Идет очистка квартала. Вот он, Степашин. Появляется много наемников. В первую очередь на основных и главных направлениях действий это обученные наемники. Я считаю, что самая главная задача это не уничтожить сопротивление, не уничтожить наемников. А самая главная задача, чтобы они ушли из города, чтобы прекратить мучения, прекратить смерти мирных жителей. Они как бы предоставляют коридор, и мы им хотим дать выйти там и так далее, и так далее. Они начинают говорить. А на юге в горах мы их достанем. И вообще это блеф о бесконечной партизанской войне. Это россказни Гайдара. Никогда здесь бесконечная... Это Ерин. Подождите, если нет, Ерин это другой. Сейчас я вам извиняюсь. Напишите его фамилию, если вы помните. Напишите мне, пожалуйста, его фамилию. Как же его фамилия? Егоров. Спасибо, Света Светина. Да, Егоров это. Это тоже матерый убийца. По-моему, он уже предстал перед Богом. Николай Егоров. Да, уже предстал перед Богом, если я не ошибаюсь. Ну, тоже один из зачинщиков этой войны. Ну, южные базы, они все зафиксированы. Вот Степашин. Сегодня они все зафиксированы до одной. Зима еще не закончилась, и поверьте мне, те, кто попытается там сопротивляться, они просто будут уничтожены. На ближайшие дни штурмы дворца не планируются. В окрестностях города сосредотачиваются новые силы. Военные не хотят гибели заложников, новых смертей своих солдат и мирных жителей. И поэтому скрупулезно изучаются недостатки предыдущих операций. Война в Да, здесь стоит отметить, я просто не все ваши комментарии успеваю читать, друзья, но вот по поводу танков я сказал, чтобы это осталось. Здесь Ури говорит, там было 2 танка, 72-й, 2 танка 72-х. Один под нашим флагом, а второй под американским флагом. Вот им казалось, что там 2 танковые дивизии. Серьезно, что ли? Американский флаг у нас там был? Никогда не слышал. Да, умели наши парни разозлить оккупантов. Чечне, похоже, из политического конфликта грозит перерасти в партизанскую войну за независимость. Во всяком случае, чеченское население режим Дудаева, а свою жизнь и свободу. С оружием ходят все. Вот этому пареньку всего 16 лет. В ополчении Грозного есть и чеченцы, приехавшие сюда из других частей России, как только в республику были введены российские войска. Сейчас в городе не прекращаются перестрелки, в том числе и у президентского дворца, подвалы которого буквально забиты людьми. Боевики, депутаты российского и украинского парламентов, санитары спят в повалку. За соседней дверью госпиталь. Раненым чеченцам оказывают первую помощь и отправляют в села и на окраины Грозного, те, что поспокойнее. Благо, в город можно въехать и выехать оттуда без труда. Раненых российских военных оставляют пока здесь.
Помощник президента Российской Федерации по национальной безопасности Юрий Батурин весьма и весьма пессимистично настроен в отношении нормализации обстановки в Чечне. Он утверждает, что до этого еще далеко. Он высказал мнение, что по окончании военной операции должен быть проведен серьезный разбор на Совете Безопасности средств и способов достижения поставленной цели, а также умение применять эти средства. Кстати, завтра состоится заседание Совета Безопасности. В эфире «Вести». Сегодня в Ливию прибыла чеченская делегация. Ее представители встретились с ливийским лидером Муаммаром Каддафи и обратились к нему с просьбой оказать давление на президента Ельцина с тем, чтобы положить конец кровопролитию в Чечне. Муаммар Каддафи уже выражал свою беспокойность происходящим в Чечне, о чем не раз заявлял послу России в Триполи. Кроме того, чеченские делегаты призвали всех мусульман встать на их сторону. Тем временем в Чечню прибыл первый конвой с гуманитарной помощью от организации «Исламская международная помощь». У меня вопрос. Кто подумал ехать в Ливию и просить Муаммара Каддафи оказать давление? Человека, который сам находился под санкциями, который обвинялся в теракте над Великобританией, и потом позже, который выплатил миллиарды долларов семьям погибших на этом самолете. Кому это ясно в голову? Это, видимо, тогда уже нас хотели, наверное, представить, или это какая-то провокация, или это невероятная ошибка, которую допустили. В грузовиках содержится 50 тонн муки, 13 тонн риса, 10 тонн сахара и другие продукты. Все это будет распределено между беженцами из Чечни, как чеченцами, так и русскими. Ну а отношение в мире к ситуации в Чечне и в связи с этим к Москве с начала Нового года существенно поменялось. С подробностями по телефону наш лондонский корреспондент Александр Гурнов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе соберется на следующей неделе на экстренное заседание для обсуждения путей прекращения огня в Чечне. Наиболее решительную позицию среди европейских партнеров занимает Франция. Алан Жюпе убедил их потребовать от президента Ельцина объяснения его действий в отношении Грозного и соблюдения кодекса поведения, подписанного им в декабре в Будапеште. Французский министр иностранных дел даже выступил по радио с угрозой прекращения западной помощи России, если та не прекратит войну. Британия поддерживает французскую позицию, а также возможность посылки в Россию специальной миссии для уточнения фактов по чеченскому конфликту. И хотя британский МИД не делал в Москве официальных заявлений, посол Лондона высказал российскому руководству глубокую озабоченность. Растущую озабоченность силовой тактикой России в разрешении кризиса проявляет и Госдепартамент США. Из Женевы передают, что ООН недовольны бюрократическими проволочками, оттягивающими посылку в Россию экспертов по организации программы помощи чеченским беженцам. Усиливающуюся тревогу мусульманского мира выразил Пакистан, откуда предупреждают о возможности распространения конфликта и превращения его во Всекавказ. Сегодняшняя «Таймс» приводит слова Евгения Ясина о том, что война в Чечне серьезно ухудшит перспективы экономической стабилизации в России. Даже если военные действия прекратятся немедленно, они уже обеспечили России бешеный скачок инфляции. Становится очевидным, что мы переживаем дни, когда на карту поставлена судьба российского государства. На весь процесс экономических преобразований, а значит на судьбу реформ, влияет чеченский кризис и наносит при этом долговременный урон. Наблюдатели предполагают, что в результате этих событий может произойти новое ужесточение экономической политики. Отказ от шагов по Чечни за прошедшие сутки группировка российских войск продолжала разоружение незаконных формирований в Грозном. Отдельные бандформирования продолжали покидать город. Однако, по другим сведениям, дудаевские подразделения не отступают, а осуществляют перегруппировку сил, при которой часть боеспособных формирований перебрасывается в южные горные районы для организации партизанского движения без ущерба для обороны столицы. Передовая группа пресс-службы правительства Российской Федерации передает также, что, несмотря на отток бандформирований из Грозного, боевики Дудаева по-прежнему контролируют несколько районов города. Установлено, что 6 января 1995 года во второй половине дня Дудаев и его личная охрана покинули Грозный и отправились в населенный пункт Геланчиш. Получены достоверные данные о бегстве из Грозного министра госбезопасности Чечни Гелисханова. Сейчас он находится в городе Гудермесе. А по сообщениям корреспондентов европейских информационных агентств, продолжается начавшееся вчера вечером широкомасштабное наступление федеральных войск в Грозном. 29 единиц бронетехники вышли к центральному рынку в 300 метрах от президентского дворца, в районе которого заняли позиции российские снайперы. По словам самих чеченских боевиков, федеральные войска сейчас находятся в тех районах города, где до недавнего времени их не было вообще. Об ожесточенных боях свидетельствует большое количество раненых боевиков, которые свозятся на площадь Минутка в километре от президентского дворца.
По их сведениям, федеральная армия потеряла за время наступления от 10 до 12 единиц бронетехники. Российские войска продвигаются от дома к дому. В боях все чаще участвуют небольшие группы военнослужащих и отдельные снайперы. В то же время сами корреспонденты агентств «Франс Пресс» и «Рейтер» не смогли проникнуть в центр города из-за ожесточенности ведущихся там военных действий. Однако, по словам в то же время сами корреспонденты агентств «Франс Пресс» и «Рейтер» не смогли проникнуть в центр города из-за ожесточенности ведущихся там военных действий. Однако, по словам французского фотокорреспондента, в единственной в Грозном православной церкви Михаила Архангела в 200 метрах от центра сражения идет рождественская служба. По сведениям, поступившим в пресс-службу правительства, 1-й, 3-й, 5-й, 6-й батальоны оппозиционных режиму Дудаева сил под руководством Беслана Гантимирова находятся в пригороде Грозного и осуществляют функции патрульно-постовой службы. Лишь сегодня вышли из Грозного эти мотострелки и танкисты. Это они вошли в город 31-го и удерживали железнодорожный вокзал до 2 января. К сожалению, их рассказ подтверждает слухи о десятках расстрелянных и сожженных БТРах и танках, которые оказались беспомощными на улице. Десятки, там сотни расстрелянных, сожженных. Гранатометы, а они вырывались из горящих машин, отстрелять, скрываться в завалах, лопнуть от отрыва. Практически все они контужены, шлемы иссечены осколками, а многие их товарищи еще где-то там, в Грозном. Наверное, песни Юрия Шевчука, известного рок-музыканта, который сейчас в войсках, помогает и тем, кто вышел из боя, и тем, кто идет на фронт завтра. Сам музыкант сказал, что не мог не приехать сюда, чтобы узнать, что здесь происходит, и, может быть, написать новую песню о том, как близки бывают жизнь и смерть, и о том, как мы, россияне, не умеем жить. Тем временем известные российские политические лица бурно обсуждают, кто же оставил оружие в Чечне. Сегодня Егор Гайдар, бывший в то время первым вице-премьером. Сейчас тоже очень важный момент, который тоже стоит обратить внимание. Гайдар говорит, что официально вывели войска в 1992 году, все вооруженные силы. Гайдар говорит про 1991 год. Послушайте. Вчера Сергей Шахрай в интервью нашей программе заявил, что оружие Дудаеву передавалось весной и летом 1992 года. Вы в то время занимали... Шахрай – это тоже один из зачинщиков русско-чеченской войны, агрессии против чеченцев. И когда они получили по морде, когда пришли в нашу страну, они начали искать виноватых, кто оставил оружие и так далее. И тогда Шахрай и разные вот эти организаторы этого преступления, русско-чеченской войны, они начали на Гайдара, на других, предыдущих взваливать это все, говорить, что это они оставили и так далее. Давайте послушаем. Должность первого вице-премьера. Основная часть вооружений была захвачена Дудаевым в сентябре-октябре 1991 года. Как известно и неоднократно говорилось по телевидению, в ноябре 1991 года в Чечне не осталось ни одного советского солдата. Интересно. В 1991 году, в ноябре. Может, он ошибся, может, речь о 1992-м он имел в виду. А кто тогда контролировал это вооружение? Это вооружение передавалось еще союзной армии. Большая часть из него была захвачена в то время, когда я, ваш покорный слуга, работал директором Института экономической политики Академии наук Советского Союза. В тот момент, когда я возглавлял российское правительство, это происходило с июня 1992 по декабрь 1992 года, никакое вооружение Дудаеву не передавалось. Ну а Сергей Шахрай в нашей вчерашней программе сообщил следующее. Я напомню вам. Шапошников направлял туда Громова, Дейнекина, Прудникова, летал туда тогда замминистра обороны Грачев. Этим оружием Дудаев сейчас убивает наших российских парней. А бывший министр обороны маршал Евгений Шапошников также счел необходимым сегодня дать эксклюзивное интервью нашей программе. К сожалению, этот материал еще не готов, потому что Евгений Шапошников только недавно закончил свое интервью, так что мы покажем вам его несколько позже.
На внеочередном заседании Госдумы фракция «Яблоко» внесет закон, запрещающий президенту Российской Федерации применять вооруженные силы и воинские контингенты на территории России без введения чрезвычайного положения. Об этом Интерфаксу сообщил сегодня член Совета Федерации Юрий Болдырев, интервью с которым мы покажем вам в следующей программе. С юридической точки зрения вопрос о правомерности действий должностных лиц, оставивших оружие правительству Дудаева, бесспорно интересный. Впрочем, в России вопрос о законности тех или иных действий власти слишком часто оказывается риторическим. До сих пор непонятно, на каких юридических основаниях проводится вся нынешняя операция в Чечне. Ни чрезвычайное, ни военное положение там не объявлены. Но даже чрезвычайное положение не позволяет использовать армию. И совершенно непонятно, какие именно российские законы разрешают бомбежки и артобстрелы населенных пунктов. Сейчас федеральные войска в Чечне действуют на основании указов президента, значительная часть которых не опубликована. А Российская Конституция, как известно, предписывает обязательную публикацию такого рода документов, чтобы они могли вступить в силу. С точки зрения права положение очень сомнительное. Более-менее ясна ситуация. Вот, смотрите, вот эти сидят бандиты. Вот сидит и Примаков, который с первой войны сидел. Вот сидит Ерин, это Степашин, это Грачев. Это, я так понимаю, черномырдый. Захваченными чеченскими бойцами. Их судить можно хотя бы за незаконное владение оружием. И судить их будут обязательно. Тут сомнений нет. А вот вопрос о юридической ответственности должностных лиц государства за весь чеченский конфликт остается открытым для политических игр. В сфере политических игр и средства массовой информации, которые оказались крайними все в том же чеченском конфликте. Константин Анатольевич, ситуация вокруг Всероссийской телерадиокомпании показывает то, что власти не могут справиться с чеченским конфликтом и пытаются найти крайнего. Средства массовой информации только зеркало, они отражают события, варианты, так сказать, ощущений, что ли, этих событий. Поэтому претензии, конечно, власть должна предъявлять к себе. К сожалению, в общем, очень велика вероятность того, что Олега Попцова отстранят от занимаемой должности только потому, что, в общем, об этом начался разговор. Это наказание не Олега Попцова, это наказание большой группы честных журналистов, которые не хотят просто врать. Это обычная политическая цензура. Я бы посоветовал просто, вспомнить историю. Когда начинается зажим прессы, когда пытаются заставить народ молчать, то все это кончается международными трибуналами. Так, вот такое вот видео я вам еще хотел показать, но я просто сейчас уже вышел уже за этот, и лучше я это оставлю на потом. И про кибератаки мы обязательно поговорим. Как раз я соберу достаточно еще новой информации, потому что Майк Помпео, бывший госсекретарь, призвал не только там выявлять их, там наказывать, но и наносить самим удары по России. Байден дал от 3 до 6 месяцев России, и пока это как бы спада не было. Может, затаились немножко, но особо не прекратили. Поэтому я думаю, эта тема будет очень актуальна еще, и мы будем говорить об этом. Это очень важно. Первая мировая кибервойна, развязанная Россией, уже идет. И по ней отвечали уже американцы, и дальше будут еще отвечать. Будем наблюдать и будем обсуждать это все. На этом все. Наш сегодняшний стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И как обычно, все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Адикюэль. Маш оэль. Бюздегалюэль. Всего самого хорошего. Спокойной ночи, друзья. До свидания. Все будет Ичкерия.